Здравствуйте! В эфире программа «7 дней плюс», и сегодня гость нашей программы – руководитель Центра исследований Золотой Орды, Института имени Шагабуддина Марджани, Института истории Академии наук Татарстана Ильнур Мидхатович Миргалиев. Ильнур Мидхатович, здравствуйте. Здравствуйте. Ильнур Мидхатович, вот в книгах по истории ТАССР вот вся эта наша история многовековой татарской государственности от Волжской Булгарии медленно так переходит к Казанскому ханству. Вот скажите, а что между этими двумя такими большими эпохами было? Ведь там 300 лет, а ведь получается настоящая черная дыра. Ничего об этом не знаем. Вопрос абсолютно правильный, но этот вопрос задавался уже в то время и на уровне специалистов, и на уровне татарской интеллигенции. Если мне память не изменяет, в 1951 году уже была статья известного историка Мухаммада Сафаргалиева, опубликованная в одном из ведущих периодических изданий Советского Союза в вопросах истории, с критикой истории ТАССР. Критике подверглась булгаристский подход и отсутствие золотоордынского компонента в этногенезе татар. Все это было связано в том числе и с небезызвестным таким постановлением от 1944 года. Постановление называлось о мерах улучшения идеологической работы в Татарии, но последствия этого решения, этого постановления были и в Казахстане, там тоже практически по этим же темам, а именно исследования Дастана Идыгей, история казахского ханства, также были приняты решения о том, чтобы не идеализировать там. И вот эти постановления, конечно же, имело прежде всего для казанских специалистов самые главные решения. И наши власти практически начали отказываться от именно периода Золотой Орды, которая стала как бы темой для битья, прежде всего для учебников по всей стране, вот московских учебников, так скажем. Но историю Золотой Орды все равно продолжали исследовать, потому что тема была достаточно важная для понимания, прежде всего, конечно же, русской истории, Московской Руси. Без изучения 300-летней истории это невозможно было понять многие аспекты этой истории. А что касается самой Золотой Орды, то да, вот 300 лет существования Золотой Орды, она ознаменовалась тем, что период Золотой Орды мы считаем ключевым периодом в истории становления, прежде всего, татарской нации. Именно мы в период Золотой Орды сформировались, так скажем, общество, называемое прежде всего татарами, вот на основе древнетюркских племен, центральноазиатских племен, Волжской Булгарии и так далее. Да? Вот, и после Золотой Орды в нашем этногенезе каких-то других вливаний уже не было. Вот это ключевой момент. И эндоэтноним, то есть само название татары, как раз закрепилось в период Золотой Орды. И в татарских ханствах уже мы видим в источниках, например, казанские татары, крымские татары, сибирские татары. То есть в источниках это все указывается именно как татары населения. Ну и до сих пор мы продолжаем себя именовать именно татарами. При этом надо учитывать, что вот эта большая татарская нация, которая состоит из больших этнографических групп, я имею в виду волго-уральские татары, там, сибирские татары, крымские татары, астраханские, касимовские татары, это все жители постордынских государств, татарских ханств, как мы их называем. И нас объединяет как раз вот история Золотой Орды, объединяет как общность татар, объединяет по истории государственности, по истории, по этнической нашей истории. Но если вернемся к самой Золотой Орде, Золотая Орда, чем она примечательна? Ну, во-первых, Золотая Орда возникла в ходе монгольских завоеваний, запущенных самим Чингисханом, его сыновьями и внуками, фактическими строителями так называемых чингизидских государств, панмонголики, которая объединила, наверное, основную часть Евразийского континента. Но если современным языком говорить, вот один из главных первых этапов глобализации в средневековом мире. Почему? Потому что чингизидские государства взяли под контроль трансконтинентальную торговлю, обеспечили беспрерывную торговлю Западной Европой, с Китаем, с Индией, с Ираном и так далее. Да? И именно после прекращения вот этого функционирования трансконтинентальной торговли
так как прекратились политические смуты, Золотая Орда прекратила свое существование, то европейцы начали искать другие пути. Это уже другая история, Христофор Колумб, морские пути, да, то есть период, скажем, вот существования чингизидских государств, мир превратился именно в такой глобальный мир, средневековый глобальный мир, и вопросы торговли, взаимоотношений между, вот, если посмотреть географически, большие расстояния, но это все-таки было актуально для того мира, да. И вот Золотая Орда, она как раз была основой вот всей этой торговли. Ну и чем она отличалась от других чингизидских государств? Другие чингизидские государства существовали примерно около 70 лет и канули в лето. Ну, скажем, Юаньская империя в Китае. Все-таки это территория китайской цивилизации, древней цивилизации. И в итоге китайская цивилизация, она, во-первых, и интегрировала, и, во-вторых, смогла создать свою китайскую национальную империю, династию Мин. Территория Ирана, также древняя персидская культура, древнее государство, да, там все равно немножко были свои особенности. Тюрко-иранский мир, скажем, Средняя Азия, это, опять же, древняя территория Согдианы, Мавераннахр, Чагатay-Скулус также разделился. А вот Золотая Орда, она существовала примерно 250 лет только сама, но татарский фактор, постсардынский мир, он еще был актуален практически до конца XVIII века, это период существования Крымского ханства. И Золотая Орда чем еще примечательна? Именно вот создание такого мощного государства, монархического государства, со своими, то есть правилами, именно с государственными институтами. Она создала сообщество, так скажем, этнические сообщества, которые уже в новое время, в условиях уже Российской империи, превратились новые нации, так скажем, да, это контактные зоны, это характерно и для русских территорий, потому что именно консолидация в этническом отношении как раз происходила в период Золотой Орды, когда уже единое государство. И, конечно же, это прежде всего тюрко-татарский мир, который объединился и вышел на арену новый народ, большая татарская нация в новое время. Вот все время, Ну, это все такая Золотая Орда. могущественная империя, почему же так долго скрывали, что она вообще существовала? Ее не скрывали. Исследователи уже примерно, наверное, 200 лет насчитывается история изучения Золотой Орды. Прежде всего, это российскими историками, потому что Российская империя в будущем, она очень много взяла от Золотой Орды, много элиты, которая связывала свое происхождение с татарами, да. Ну и вот объединение, выход на историческую арену был связан именно с золотоордынским периодом. Поэтому историки дореволюционные активно изучали эту историю. Ну и на Западе изучали. Но надо сказать, что и наши татарские интеллектуалы также изучали эту историю и изучали достаточно на высоком уровне. Это и работы, прежде всего, конечно, Шихабуддина Марджани. Но надо сказать, что его труд, когда издавали на татарском перевод, золотоордынский раздел не включили, не перевели ее, мы перевели только в начале 2000-х годов и издали. То есть вот такое отношение было характерно, да. А почему скрывали? Вот постановление 1944 года. Ну, мое мнение, что за этим постановлением стояли самые верхи советского руководства, прежде всего сам Сталин, безусловно. 1944 год, еще не победили Гитлера, да, как бы, причем тут история татар, идеализация средневекового эпоса, где о русских вообще не упоминается, да, и такие. Почему это нужно было? Но если мы посмотрим на название, о мерах улучшения идеологической работы и так далее, да, то есть она касалась прежде всего идеологии. А в 1944 году уже для руководства Советского Союза было понятно, что мы выиграем, победим Гитлера, это вопрос времени. А вот в начале 1941-1942 года, самые трудные года, да, когда советские солдаты воевали, непонятно было как еще, да, их нужно было мотивировать, то издавались газеты на национальных языках, в том числе и татарские газеты были прифронтовые, да. Там поднимались темы, что вот мы потомки великих наших предков, наши государства были, ну вот Дастан, Идыги и так далее, да. Все методы были хороши, но в 1944 году руководство понимает, что мы уже скоро победим, и нужно было как-то упорядочить
все это взять под свой контроль, вот идеологические моменты, потому что стороной правила моноидеология, единственная идеология, она, конечно, не терпела каких-то других неподконтрольных идеологий, да. Тем более шло формирование советского, так скажем, интернационального человека, а все вот эта национальная культура, хотя открывались там и музеи, и театры и так далее, национальные, да, но там главная тематика все равно был интернационализм, то есть национальная политика через интернационализм. И вот власти, скорее всего, посчитали, что все-таки у нас все должно быть контролируемо. И практически эта ситуация и до сих пор она живет, потому что есть научные труды, великолепные труды, есть труды специалистов, коллективные монографии, большие исследования. При этом есть учебники, где до сих пор мы изучаем историю Московской Руси. Если есть тематика, там, затрагивающая Золотую Орду, то... Только в негативном характере, да? Ну, сейчас пытаются, там, убрали слово «иго», но со словом «иго» убрали и историю татар, так скажем. Поэтому учебники продолжают вот это, развивать тиражировать эти штампы, что вот есть хорошие, есть плохие. А как вот все-таки будет корректнее звучать: монголы-татары или тюрки-татары? Не стоит ли нам, например, стыдиться такого понятия, как монголы-татары? Монголы-татары, как оно возникло? Ну, во-первых, если мы посмотрим источники, есть, например, источник Мендабейлу, монголы-татары, да? То есть в средние века уже этот термин использовался. Например, если мы посмотрим труды того же Рашида ад-Дина, он говорит о том, что вот раньше татары создали 6 великих государств, они были самыми великими, и все считали, что они татары, причисляли себя к татарам. А вот потом возвеличились монголы, и все начали думать, что они природные монголы. И он говорит, да, истории запутанные, но они не имеют отношения к монголам, они не монголы. И он разбирается в этих вопросах. То есть это уже тогда вопрос был запутанный, так скажем, для даже интеллектуалов вот, средних веков, и они пытались разобраться в этом. А научный оборот ввели российские ученые. Почему ввели? Вот начали изучать историю чингизидское государство, история Золотой Орды. Было понятно, что Чингисхан все-таки монгол. Первые там, упоминания, там, монгольский, древнемонгольский язык, да, было понятно, что там основа все-таки монгольская, но при этом они знали и татар, а эти татары мусульмане, тюрки, те художественные произведения, там, акты, все, что сохранилось, это на тюркском языке, их тоже активно изучали. И не было понятно, почему же там, то есть как бы создали монголы, а при этом вот наследники Золотой Орды это татары, тюрки, мусульмане, да. И поэтому вот этот сложный этнический момент, они, чтобы правильно как-то обозначить, назвали монголы-татары. Достаточно удачный термин, который вот показывает, что вот в течение 100 лет примерно происходило вот это этническое смешение, истории татар и монгол. Достаточно вот так переплетено между собой, да. Конечно, в этническом отношении монгол от татар нужно разделять, их разделяли, вот мой пример из Рашида ад-Дина тоже показывает, что и средневековые авторы пытались их разделить, потому что, ну и по сокровенному сказанию мы знаем, что Чингисхан разгромил некоторые племена татар и полностью их уничтожил, но при этом источники описывают, что у Чингисхана было 500 жен, но вот достойные упоминания только там, например, 5. И среди них 2 татарки, например, да, жены Чингисхана. Если мы посмотрим элиту в чингизидских государствах, например, в Хулагуитском Иране, они обозначены, но самое большое их количество в Золотой Орде и в Центральной империи. Но почему-то нет их в Чагатайском улусе, тоже вот вопрос. Но вот эти татары, центральноазиатские татары, они в большом количестве участвовали и входили в элиту чингизидских государств. Рашид ад-Дин, например, говорит, что среди простолюдинов в Золотой Орде, в Улус-Ирджуши, татар очень много. То есть, понятное дело, что центральноазиатские тюрки, татары, они тоже переселялись на эту территорию. Но в итоге к середине XIV века практически монгольский язык, он уже перестал как-то функционировать, интеграция, ассимиляция, вот она происходила, и практически в середине XIV века закончилась, наверное, и с официальным принятием ислама ханом Узбеком. И дальше мы уже видим именно тюркоязычных татар, уже мусульманизированных и так далее. Поэтому вот этот вопрос, чтобы был понятен и был обозначен, ввели вот такие термины.
А вот булгары жили только в Поволжье, а предки Золотой Орды, они были заселены на огромной территории, да? Вот отказ от нашего вот этого прошлого не привел ли к отказу от диаспоральной части татар? Вот то, что сегодня татар дробят на мелкие какие-то этнические группы, это вот как раз не последствия ли вот этих самых событий? Ну, если отходить от термина татары, дефиниции татар, то оно использовалось, скажем, с царской России в расширительном понимании, было как политонимум. Туда входили и кавказские татары, и дальневосточные, алтайские татары. Почему так обозначали? Ну, это обозначало как бы тюрков, синоним тюрков мог быть, да. При этом, если посмотреть алтайских тюрков, то участие алтайских тюрков было само название татар, дадар. Мы видим татарские корни даже у якутов, например, самый главный у них Дастан, татар-тайма, их предок татар. Да? То есть татарское присутствие, татарская история там все равно была представлена. Если затрагивать кавказских татар, азербайджанцев, то там хулагуитские татары, те, которые сохраняли долгое время татарское самоназвание. А вот все равно собственные татары, которых мы знаем сегодня, да, у которых он уже использовался, конечно, у татар прежде всего конфессиональной принадлежностью, это все как бы обозначалось самоидентификация, да, но термин татары, он все равно дожил до наших дней именно в качестве эндоэтнонима, то есть самоназвания. И прежде всего это было характерно вот для крымских татар, сибирских татар, астраханских татар и, естественно, волгоуральских наших. Когда в советский период пытались изучать только историю Волжской Булгарии, Волжская Булгария это все-таки, так скажем, раннее средневековье, да, а ведь у нас дальше 300 лет совместное проживание, где мы оформились единой общностью, да? Этнос, да? Это период Золотой Орды. Но и дальше мы называем инерция единства, это период татарских ханств. Скажем, Казань, она интересна тем, что здесь мы можем привести самый хороший пример того, что вот эти татарские ханства были интегрированы в общую этническую историю государственности. Во главе Казанского ханства сперва стояли последние ханы Золотой Орды, дальше побывали ханы из Сибири, из Крыма, из Астрахани, из Касимова, то есть практически со всеми татарскими ханствами. Да. Давлет-Гири, когда потребовал вернуть Казань, Ивана Грозного, он говорил, это мой юрт, то есть мой дом, мое государство. Да. То есть для них это был единый мир. И в условиях уже после завоевания, в условиях иного этнического, конфессионального, то есть период Российской империи, все равно консолидация татар происходила, возможно, примеров того, что крымцы немного, скажем, обособленно развивались, потому что позже вошли в состав России и так далее, да, но и тот же Гаспринский, да, общие тюрки, взаимоотношения, это было достаточно активно, и дореволюционные татары, в том числе и крымцы, они чувствовали как бы единение со всем татарским миром. Я уже не говорю об астраханских татарах, да, о сибирских татарах и так далее. Ну вот эта наша общая история, она может стать вот поводом для консолидации татарской нации уже вот в современном мире? Конечно, вот если посмотреть семитомник нашей истории татар, вот третий том это полностью посвящено Золотой Орде, а четвертый том это история этих ханств. А дальше уже эти татары, как часть большой татарской нации, их история также прослеживается. Конечно, сегодня есть новые издания, новая информация добавляется, но вот матрица нашей общей истории, она заложена. Все-таки история, она не должна быть политизирована. Как вы считаете, она должна быть отдельной от идеологии? И как это происходит сейчас? Ну, как историк, который профессионально занимается историей, я конечно же, сторонник, чтобы она не политизировалась. Но, к сожалению, историческая наука, если даже первых историографов, те, которые писали исторические сочинения, они были приближенными правителей, писали по заказу правителей или посвящали правителям, да, своим султанам, царям и так далее. Ну и, конечно же, мы прошли большой этап, это период Российской империи, те же труды Татищева, Карамзина, это все придворные, так скажем, истории. А период Советского Союза уже и говорить не приходится. История, насколько была под контролем, насколько она была нанизана вот этой моноидеологией, где обязательно нужно было ссылаться на классиков марксизма, ленинизма и так далее. Да?
И сегодня, к сожалению, да, история политизируется, но, конечно же, не в таких объемах. Ну, есть разные силы, разные предпочтения. Некоторые выпячивают какой-то период или каких-то личностей и начинают политизировать и выдергивать из общего процесса исторического. Поэтому профессиональное сообщество это как-то не воспринимает. Ну, мы можем увидеть сегодня там споры с министрами даже российскими, да, или вот Глазьев, например, да, или Мединский, с ним спорили, то есть профессиональное сообщество их не воспринимает, естественно, вот то, что они пишут, предлагают. Ну, а как вам памятная дата стояния на Угре? Стояние на Угре — это хорошая история. Мы 3 года переписывались, конечно, переписывалось с руководством Татарстана, с руководством Калужской области. Мы составляли справки, писали. Они очень быстро хотели это все организовать. Мгм. Я помню первые письма такие, что ни в коем случае не задеваются татары, но вот все-таки мы победили татар, и нас все поддержали, федеральные министры, там, все научные организации. Ну, потом мы попросили раскрыть, какие это научные организации. Оказалось, что далеко не все. Потом уже оказалось, что и политическое руководство страны не особо поддерживает. Но я думаю, что здесь была еще большая позиция московских исследователей, которые не поддержали, именно профессиональные историки не поддержали эту дату. Поэтому, я думаю, федеральные власти еще на это смотрели. Ну, естественно, это активная позиция нашего руководства. Я должен сказать, мы не выступали против этой памятной даты, да, и было такое событие, но оно не должно стать федеральным, тем более там не было победы. Это же победа, то есть памятная дата о победе должно быть, там не было победы. Поэтому мы предлагали, чтобы это было региональным таким праздником. Мы понимаем, что для туризма, там, да, для истории региона это важная дата. Но если вот утвердили бы эту дату, люди бы ведь не вдавались, что вот средние века, там, ну, победили татар, значит победили татар, да. Вот не надо создавать еще раз из татар врагов. Мы вот из-за этого исходили примерно. Мгм. А что касается вот исследований все-таки, вернемся к исследованию Золотой Орды, чем занимается сегодня ваш центр? Центр, во-первых, был открыт для того, чтобы писать вот 7-томную историю, до истории писали историю Золотой Орды и татарских ханств. Мы занимаемся отдельным периодом, вот, достаточно большим периодом, это Золотая Орда и татарские ханства, практически с 13 по 18 век, если включить Крымское ханство. Ну и занимаемся координацией этих исследований, потому что, понятное дело, только своими силами все аспекты раскрыть очень сложно. Тем более сейчас не времена, когда один автор пишет всю историю, как Карамзин, как Татищев, да, это невозможно. Поэтому создаются коллективные монографии, вот эти истории, 7-томная история или Золотая Орда мировой истории, да, там участвовало 44 автора. Чтобы раскрыть все аспекты достаточно профессионально, глубоко, нужно, чтобы были привлечены специалисты, которые самые лучшие по этим аспектам. Да? А когда объединяешь, вот коллективная монография, она получается более удачнее, да? Более полная реконструкция получается. Ну и мы проводим, главная площадка, наверное, это Золотоордынский форум, всего 6 форумов провели. Дальше уже создали Международную ассоциацию исследователей Золотой Орды. А кто туда вошел? Ну, практически туда, я надеюсь, еще войдут все исследователи Золотой Орды. Их несколько сот человек, примерно около 100 человек, наверное, самых активных, так скажем. Не так и много, да? Если судить о мировой общественности. Если исходить из других тем, которые мало изучены, это достаточно много. Хотя, конечно же, еще много аспектов, которые практически или не затронуты, или ждут своих исследователей. Тема еще такая, скажем, недоисследованная. Ильнур Мидхатович, ну все-таки мы должны гордиться своей историей, да? Что нужно сделать для того, чтобы молодежь гордилась своей историей, чтобы каждый вот с чувством гордости говорил, что я татарин?
Да, мы должны гордиться своей историей. Если даже есть моменты, за которые, скажем, критиковали, но это же история процесса, это средние века, да. Ну, прежде всего, татары долгое время отвечали, так скажем, в кавычках, за монгольские завоевания, за Баты и так далее. Это тоже часть нашей истории, но при этом возвеличивали других завоевателей. Александр Македонский уже тоже завоеватель, разрушитель и так далее, да. История не бывает так вот белый и черный, белый да? и черный, да. И, конечно же, нужно изучать историю. Для молодежи я понимаю, что нужно создавать новые контенты, современные, но сегодня они создаются. Нельзя говорить, что они не создаются. Создаются и ролики, и популярные книги пишутся. Хотя, к сожалению, некачественного контента в разы больше. С этим тоже надо, наверное, как-то разбираться, давать оценку. Но если человек решил изучить историю, то, я думаю, и в плане учебников, и в плане популярной книги, и контентов разных в интернете, всего этого сегодня достаточно. Спасибо вам большое, Ильнур Мидхатович, за такое подробное, за такое интересное интервью. Это была программа «7 дней плюс», и сегодня героем нашей программы был руководитель Центра исследований Золотой Орды Института истории имени Шахбуддина Маржани Академии наук Татарстана Ильнур Мидхатович Миргалеев. Бигзу рахмет сизге, сау болыңыз.